Фазы этногенеза. Гумилев буквально переносит законы развития организма на этногенез, пишут критики пассионарной теории этногенеза. Но ведь природные процессы имеют начало и конец. Каждая система, исчерпав ресурсы для развития, гибнет. Разрушаются горы, пересыхают реки, даже звезды не живут вечно, так неужели могут вечно существовать народы и государства? Сама идея о старых и молодых народах появилась задолго до Гумилева. Я говорю даже не о книгах Шпенглера и Данилевского. В XIX веке туманные и расплывчатые представления о старых и молодых нациях были распространены широко не в науке, а в обществе. Герой Лескова смеялся над тысячелетней молодостью русского народа. Лермонтов писал о дряхлом Востоке. Теория Гумилева намного основательнее и сложнее. Гумилев сравнивал возраст этноса с возрастом человека, когда хотел доказать свою мысль с помощью красивого и убедительного примера, иллюстрации, не более. Сами возрасты этноса Гумилев выделял постепенно, и аналогии с возрастами человека здесь особой роли не играли. 19 мая 1966 года Гумилев выступил в географическом обществе с докладом «Этнос как явление». Гумилев говорил, что многие этносы не занимаются преобразованием природы, а мирно сосуществуют с ней, встраиваясь в существующий ландшафт. Другие этносы, напротив, ландшафт преобразуют. Но интереснее другое. Один и тот же народ в течение нескольких столетий занимается преобразованием природы, а потом веками только поддерживает созданный антропогенный ландшафт. Шумеры осушили болота в Южной Месопотамии, провели к полям оросительные каналы и стали получать огромные урожаи ячменя. Также действовали жители Древнего Египта в долине Нила. Но преобразовав ландшафт за несколько столетий, они перестали его менять и только поддерживали, чистили русло каналов от аллювия и песка, чинили дамбы. Мы натолкнулись на новое, до сих пор неучтенное явление. Изменение природы не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов, делал вывод Гумилев. На следующий год, 7 апреля 1967 в своем новом докладе «Этнос и категория времени» Гумилев обратил внимание на давно известный этнографом феномен. Некоторые, в основном отсталые народы, не ведут привычного нам линейного счета времени, так как просто не видят в нем смысла. Им хватает фенологического или циклического календаря, отражающего смену времен года, а некоторые племена обходятся и вовсе без отсчета времени, потому что живут в стабильных климатических условиях, например, в субэкваториальных лесах Новой Гвинеи. Значит, в истории этноса возможны два состояния, две фазы: творческая, динамичная, историческая, и застойная, стабильная. Гумилев, охотно принимавший не только географическую, но и биологическую терминологию, назвал такие застойные этносы персистентами, от латинского «персисто» — упорствовать, а позднее стал использовать еще один биологический термин — гомеостаз, состояние неустойчивого равновесия с природной средой. У персистентных, гомеостатичных народов этническая традиция меняется очень медленно, потому что новые поколения стараются воспроизводить образ жизни своих отцов и дедов. Правда, необходимость приспосабливаться видоизменяет даже их этническую традицию. Так, благодаря влиянию русских купцов и крестьян-переселенцев, охотничьи племена Сибири научились стрелять из ружей и пить водку. Последнее вряд ли можно считать достижением, ведь развитие этноса — это не путь от низшего к высшему. В 1970 году в своей программной статье «Этногенез и этносфера» Гумилев выделил уже не 2, а 4 фазы развития этноса: исторического становления, исторического существования, исторического упадка, исторических реликтов.
Последняя фаза и представляет собой этнос персистент. Эта схема слишком напоминает 4 сезона, в кавычках, культуры Шпенглера. Но в 1979 в трактате «Этногенез и биосфера Земли» количество фаз этногенеза возрастет до 6-7, а в словаре понятий и терминов пассионарной теории этногенеза, составленном в конце 80-х Гумилевым и его учеником Мичуриным, до 7-8. И это не предел дробления, потому что в классификации надо учитывать и переходы между фазами, у них ведь своя специфика. У динамичного народа традиция меняется каждое поколение. Поэтому люди 40-х годов так не похожи на шестидесятников. Со временем изменений накапливается все больше. Народ, беспрерывно развиваясь, меняется до неузнаваемости. Разве можно узнать потомка свирепого Сакса, убивавшего кельтских ребятишек, в веселом браконьере Робин Гуде или стрелке из белого отряда, а его прямого потомка в матросе-корсаре Фрэнсиса Дрейка или в железнобоком солдате Кромвеля, писал Гумилев в трактате «Этногенез и биосфера Земли». А их наследник — клерк лондонского Сити. То аккуратный и чопорный в викторианскую эпоху, то длинноволосый декадент и наркоман XX века. А ведь Англия всегда была страной консервативной. Что же говорить о других этносах, на облик которых влияет не только внутреннее развитие, но и посторонние воздействия, культурные заимствования, завоевания, влекущие за собой принудительные изменения обычаев. Изменения происходят на глазах историка. В 30-е годы немцы считали себя высшей расой, стремились расширять жизненное пространство за счет чужих земель, не терпели рядом с собой даже евреев, цивилизованных и лояльных чужаков, давно адаптировавшихся к немецкой культуре. Их внуки стали мирными и толерантными людьми, которые все чаще называют себя даже не немцами, а просто европейцами. Они терпят в своей стране даже не очень лояльных инородцев, совершенно чуждых традициям европейской цивилизации. Немецкие женщины предпочитают лет до 40 развлекаться и детей не заводить или ограничиваться одним ребенком. Немецкие мужчины миролюбивы, они если и воюют, то под чужим, преимущественно американским командованием, и делают это крайне неохотно. А ведь метаморфоза заняла всего-навсего несколько десятилетий. Казаки в XVII веке были неукротимыми головорезами, которые без поддержки государства не только отнимали лучшие земли у воинственных кавказских народов, но даже самостоятельно воевали с могущественной Османской империей и захватывали крепости, которые не могли взять регулярные войска царя Московского. В XIX веке терские казаки вели постоянную войну с соседями-чеченцами, причем сражались на равных. Но уже в начале XX века положение дел переменилось. В январе 1919 года белогвардейский полковник Беликов в докладной записке Драгомирову, помощнику главнокомандующего добровольческой армии, сообщал, что казаки трусливы, много пьянствуют, очень богаты. Никакой власти у казаков ни общей, ни в станицах. Их начальники не приказывают, а только просят. В августе 1918 года ингуши разбили казаков, уничтожили Тарский хутор и предъявили Сунжинской, Тарской и Акиюртовской станицам ультиматум выселиться за Терек. Сроку им дали 2 дня. И казаки покорно выселились. А соседи из Карабулакской и Слепцовской станиц не вступились за соплеменников. В наши дни оставшиеся на Северном Кавказе казаки горько сетуют, что государство не помогает им отстоять свою землю, не защищает, а сами они защищаться давно разучились. Какая же сила так меняет этнические традиции народов, а значит и сами народы? Гумилев бы ответил: англичане, немцы, французы, казаки растратили свою пассионарность. Таблица. Фазы этногенеза
по основным сочинениям Льва Николаевича Гумилева. Этногенез и этносфера, 1970. Фаза исторического становления. Этногенез и биосфера Земли, 1979. Фаза подъема, делится на этапы скрытый и явный подъем. Словарь понятий и терминов по теории этногенеза Гумилева, конец 1980-х. Фаза подъема. Фаза исторического существования. Соответственно, акматическая фаза, пассионарный перегрев, и акматическая фаза, пассионарный перегрев. Кризис фазы исторического существования, соответственно, фаза надлома, фаза надлома. Инерционная фаза, инерционная фаза. Фаза исторического упадка, фаза обскурации, фаза обскурации. Фаза исторических реликтов, мемориальная фаза, делится на этапы: первый – регенерация и второй – реликт. Фаза регенерации. Гомеостаз – мемориальная фаза. И последний термин в словаре понятий и терминов по теории этногенеза Гумилева – этнический гомеостаз. Пассионарии, гармоничные люди, субпассионарии. Самое корректное определение пассионарности выглядит так. Активность, проявляющаяся в стремлении индивида к цели, часто иллюзорной, и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности ради этой цели. В статье «Этногенез и этносфера» и в трактате «Этногенез и биосфера Земли» Гумилев описал пассионарность на нескольких ярких исторических примерах, которые слишком известны, чтобы на них останавливаться. Желающий всегда достанет книгу Гумилева и прочитает. Отмечу главное. Гумилев обратил внимание, что деятельность Наполеона, Суллы, Жанны д'Арк, Александра Македонского, Ганнибала невозможно объяснить рациональными, то есть корыстными мотивами, как привыкли объяснять все и вся не только обыватели, но и ученые-обществоведы. С точки зрения личных интересов Ганнибала, война была ему не нужна. Ведь если бы шальная стрела попала в грудь карфагенского полководца, то его смерть не компенсировала бы никакая военная добыча, тем более что в деньгах он не нуждался. Ради личной выгоды Ганнибал должен был сидеть в своем Гадосе и развлекаться. Карфагенские старейшины должны были бы всеми силами поддерживать своего полководца, нумидийские всадники дезертировать, чтобы не гибнуть за ненавистных карфагенских колонизаторов, испанские пращники восстать и вернуть свободу. А все было наоборот. Биографии ярких и хорошо известных читателю персонажей всемирной истории ввели в заблуждение даже ученых-читателей Гумилева. Михаил Илларионович Артамонов решил, что его ученик всего-навсего возродил старую теорию героя и толпы. На самом деле, пассионарная теория этногенеза не имела с ней ничего общего. Пассионарии не обязательно великие личности, потому что пассионарность может сочетаться как с выдающимися способностями у художников, писателей, ученых, так и со средними и даже невысокими. Пассионарии просто активные люди, которые чаще всего находятся в составе масс, сказал Гумилев в одной из своих лекций. Без пассионарности практически невозможно творчество, как научное, так и литературное, потому что творческая работа требует длительного волевого, интеллектуального и эмоционального напряжения, в терминологии Гумилева сверхнапряжение. Исаак Ньютон, отдавший науке и богословию все силы и все время, и больше ничем не интересовавшийся, был для Гумилева примером крайне высокой степени пассионарности. Творчество требует жертвенности. Пусть жертвой будет не жизнь и здоровье, а просто отказ от ближайших потребностей, не обязательно жизненно важных. В «Даре» Набокова есть замечательный фрагмент. Литератор Годунов-Чердынцев, прежде чем пойти на маскарад, где его ожидало свидание с любимой, решил вычеркнуть одну из написанных им ранее фраз. Он задержался,
сел за письменный стол и за работой забыл о свидании. Приятный вечер не состоялся, зато была дописана книга. Талантливый, но не пассионарный писатель с трудом может сосредоточиться на работе, ведь вокруг много соблазнов, отвлекающих от тяжелого, нервного, часто неблагодарного труда. Сергей Герасимов вспоминал, как признанный стилист советской литературы, король метафор Юрий Олеша приезжал в Одессу с намерением писать, но писал мало, потому что вокруг было столько друзей и искушений. Спуститься в ресторан, где подавали вкуснейшие киевские котлеты, где можно было сидеть не торопясь и говорить. Но и за письменным столом Олеша не мог сосредоточиться на работе. Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья. Когда работа удается, усидеть на месте трудно. Странная неусидчивость заставляет встать и направиться на поиски еды, или к крану напиться воды, или просто поговорить с кем-нибудь. Моя деятельность сводится сейчас к тому, что в течение дня я заношу на бумагу 2-3 строчки размышлений. Эта деятельность составляет по величине не больше, чем, скажем, записки Толстого, не то что в дневниках, а в той маленькой книжечке, которую он прятал от жены. А где же моя Анна, мои «Война и мир», мое «Воскресенье» и так далее? Надо все это обдумать и сделать выводы. И за этими грустными размышлениями следует строчка, на мой взгляд, объясняющая все. Только что ел пломбир. Вот он, ответ. Олеша был не способен сконцентрироваться на работе и отказаться ради нее даже от небольшого удовольствия. Он сам назвал свое состояние болезнью, с которой нельзя писать. Хотя это была не болезнь, а нормальный уровень пассионарности, характерный для большинства гармоничных людей. Нормальные гармоничные люди, обыватели, могут быть умнее и талантливее пассионариев, а могут уступать им в способностях. Они достаточно активны, чтобы, скажем, получить хорошую профессию и честно трудиться на благо себе и обществу, завести семью, обеспечить детей. Нормальное процветающее общество – царство обывателя. Такой страной была, например, Сербия конца XIX – начала XX веков. Современный российский историк Андрей Шемякин назвал ее раем для маленького человека. В этой стране нет бедных и нищих, нет безземельных, как нет и крупных землевладельцев, писал русский посол Чарыков в 1901 году. В стране, только что освободившейся из-под турецкого ига, утвердился демократический конституционный режим. Народ управляется сам собой, через своих представителей, которых избирают все платящие налоги. Демократия, которую в других местах приходилось устанавливать путем силы, здесь существует как древнее учреждение и унаследованный обычай, писал в те же годы бельгийский путешественник. Но есть и еще один тип людей – субпассионарии. Субпассионарность – невозможность полноценно адаптироваться к среде, окружающей природе и обществу из-за низкой активности, неспособности сдерживать инстинктивное вожделение, паразитизма, нежелания заботиться о потомстве. Люди такого склада хорошо известны современному читателю и зрителю не столько из научных монографий, посвященных исследованиям люмпен-пролетариата и разнообразных отбросов общества, сколько из выпусков криминальной хроники, где корреспонденты так любят смаковать уродливую, но по-своему живописную жизнь мелких уголовников и бомжей. В старых этносах-реликтах субпассионариев обычно немного, так как борьба за существование в суровом климате и тяжелых природных условиях способствует вымиранию субпассионариев и выживанию людей гармоничного склада. Но при благоприятных природных условиях или при искусственной государственной поддержке они могут размножиться
и составить немалую часть популяции этноса. Гумилев заканчивает 8-ю часть своего трактата «Этногенез и биосфера Земли» описанием народа Онге, у Гумилева Онгхи, населяющего Малый Андаман, один из крупных островов Андаманского архипелага, что расположен в северо-восточной части Индийского океана между Индией и Мьянмой. Географически гораздо ближе к Мьянме, но политически это часть Индии. Они попросту ленятся жить, иногда предпочитают поголодать, чем искать пищу. Женщины не хотят рожать детей. Детей учат только одному — плавать. Взрослые хотят от цивилизованного мира только одного — табака. Жизненный тонус Онгхи понижен. 4-я часть молодых женщин бесплодны. Даже мелкие изменения внешней среды, например, смена рациона под влиянием европейцев или появление алкоголизма, губительны для племени. А ведь то же самое происходит и в Сибири. Вот типичная зарисовка нравов в поселке Келлог Туруханского района. Сидят несколько человек с детьми, пишет иеромонах Арсений Соколов. На полу бутылка спирта и щука. Все гложут щуку и запивают спиртом. В Келлоге живут кеты, древний сибирский народ. Их численность также медленно сокращается, а этническая традиция деформирована. Гумилев, как настоящий художник, мыслил образами. Однажды, объясняя, как меняется со временем стереотип поведения, он вспомнил лермонтовского купца Калашникова. Для XVI века купец вел себя правильно, а для XIX века нет. Гумилева, разумеется, начали ругать. Купец — литературный герой, созданный воображением поэта, который жил не в XVI, а в XIX веке. Между тем Гумилев не доказывал, а иллюстрировал, пояснял свою мысль на понятном, доступном любому читателю примере. Рискую нарваться на такое же обвинение, но все-таки позволю себе проиллюстрировать субпассионарность не историческим или бытовым, их грамотный читатель найдет великое множество, а литературным примером. Тем более, что перед нами книга нового реалиста Романа Сенчина. Артем любил тихие занятия. В детском саду, куда ходил с плачем, чаще всего лепил из пластилина, катал в уголке машинки. В школе на переменах сторонился носящихся одноклассников. Одно время чувствовал тягу к книгам, особенно к тем, где описывались путешествия, исследования дальних стран, но ни одну книгу от корки до корки не осилил. Листал, выхватывая взглядом отдельные строки, даты, фамилии, рассматривал иллюстрации. Родители, видя его тихость, иногда говорили с усмешкой: «Философ растет, все думает». Но Артем как-то особенно ни о чем не думал, мало что замечал, запоминал. Он рос здоровым, крепким, будто занимался физкультурой, а физкультуру он не любил больше всех других уроков. И в то же время каким-то... Однажды он услышал слово, поразившее его. Слово это сказали не в его адрес, но с тех пор Артем часто мысленно повторял, обращая его к себе. Недоделанный. Пассионарность в этногенезе. Гумилев никогда не утверждал, будто процесс этногенеза зависит от одной лишь пассионарности, ведь есть много других факторов: этническое окружение, географическая среда, уровень социально-экономического развития и технической оснащенности и так далее. Но все-таки большую роль играет явление, названное Гумилевым пассионарным напряжением. Количество пассионариев в этносе, соотношение пассионариев с обывателями, гармоничными людьми, и субпассионариями. Рост числа пассионариев ведет к экспансии этноса, демографической, военной, даже культурной. Европейцы отправлялись в крестовые походы, а позднее в колонии, мусульмане — на джихад. Японцы в XX веке чуть было не захватили половину Азии, но потерпели поражение. Колоссальная убыль пассионариев уменьшила их агрессивность,
а потому оставшиеся сосредоточились на экспансии экономической и преуспели. Когда пассионариев становится слишком много, акматическая фаза, возникают бесчисленные внутренние конфликты, гражданские войны, которые мешают даже завоевательным походам. Резкое падение пассионарного напряжения этноса, фаза надлома, breakdown Арнольда Тойнби, приводит к затяжному внутреннему кризису, который завершается переходом к инерционной фазе, плавному, за 300-400 лет, снижению пассионарности этноса. Но постепенная утрата пассионарности, исчезновение пассионариев из популяции и размножение субпассионариев ослабляют этнос настолько, что он слабеет и становится все более уязвимым для внешних угроз. Древние шумеры не только строили оросительные каналы и города с храмами-зиккуратами, но успешно отбивали нападения соседей эламитов и даже захватывали пленных, которых потом заставляли трудиться в своих храмовых хозяйствах. Но в конце 21 века до нашей эры в Месопотамию пришли кочевники-семиты, амореи, которые даже отдаленно не напоминали грозных монголов или арабов. У амореев не было ни лошадей, ни верблюдов, а значит, они были лишены характерной для кочевников-завоевателей будущих эпох мобильности. Огромные стада овец давали им средства к существованию, но одновременно делали их уязвимыми, так что шумерскому государству третьей династии Ура ничто вроде бы не угрожало. Но миграция этих скромных пастухов погубила и династию, и государство, которое вскоре распалось. В Месопотамии возобладали семиты, усвоившие часть шумерской культуры. Шумерский язык существовал еще много столетий как священный язык прорицаний, затем исчез, как исчез еще раньше и сам народ. Во втором тысячелетии до нашей эры появятся и исчезнут хетты, создавшие одну из самых сильных империй древности. Арамеи распространятся так широко, что их язык станет на всем Леванте лингва франка, как теперь по всему миру английский, как в Европе позапрошлого века французский. Но уже к началу нашей эры память о хеттах стерлась, по-арамейски еще говорили, но самих арамеев уже не было. Та же судьба постигла скифов, сарматов, медян, халдеев, римлян, галлов. Из древних племен до нашего времени дожили немногие — евреи, армяне, ассирийцы. Но все они переменились до неузнаваемости. Но откуда берется пассионарность? В 1972 году в статье «Этнология и историческая география», цикл «Ландшафт и этнос», Гумилев впервые упоминает о пассионарных толчках. 3-4 раза за 1000 лет сразу в нескольких странах мира, часто отделенных друг от друга многими тысячами километров, начинаются процессы этногенеза, появляются новые этносы или до неузнаваемости меняются старые. Так, в VII веке принявшие ислам арабы одновременно начали войну против Ирана и Византии. Народ, прежде поставлявший соседям вспомогательные войска, надо сказать, довольно нестойкие, неожиданно начал одерживать победу за победой. Византия еле отбилась, а Иран был покорен, персам пришлось сменить зороастризм на ислам. В то же время начинается подъем Тибета и Китая, империя Тан. В северо-западной Индии появляется новый этнос раджпутов, который на несколько веков захватывает политическую гегемонию в Индии. В Японии происходит переворот Тайка, Великая перемена, определивший развитие Японии на несколько столетий вперед. Если соединить регионы, где начались все эти события, получится огромная дуга: Аравийский полуостров, северо-западная Индия, Тибет, Северный Китай, Япония. Это странное явление Гумилев и назвал пассионарным толчком
или взрывом этногенеза. Таких толчков на территории Старого Света с XVIII века до нашей эры по XIII век нашей эры Гумилев насчитал 9. Все они вытянуты узкими полосами в меридиональном или широтном направлении. Позднее, уже в 80-е годы, Гумилев составит список универсальных признаков пассионарного толчка. Пассионарный толчок, разумеется, только гипотеза Гумилева, которую невозможно подтвердить до тех пор, пока не будет выяснена физическая и биологическая природа пассионарности. Но сам Гумилев был уверен, что эту природу он уже изучил, понял, доказал. Пассионарность и естествознание. Гумилев описал пассионарность как историк и географ. Если бы он остановился на этом, его вклад в науку уже был бы значительнее, чем вклад, допустим, Данилевского или Хантингтона. Но, как мы помним, еще в камере Лефортова Гумилев попытался пойти дальше и перекинуть мост между историей и естествознанием. Гумилев решил, что пассионарность имеет энергетическую природу, но какая это форма энергии, он не знал, а потому до середины 60-х годов рассказывал о своих наблюдениях и предположениях друзьям и знакомым, но в научных статьях даже не касался этой темы. Словосочетание «биохимическая энергия живого вещества» он встретил, вероятнее всего, в 1965 году, когда из печати вышла книга покойного академика Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Теперь все как будто встало на свои места. Пассионарии усваивают из окружающей среды больше энергии, чем необходимо для личного и видового самосохранения, и выдают эту энергию в виде осмысленных и социально значимых действий. Одни создают торговые компании, вроде Ост-Индской или Гвинейской, и не только торгуют, но и захватывают новые земли. Другие отправляются на священную войну с неверными. Третьи посвящают свою жизнь научным исследованиям или живописи, или поэзии. Гармоничные люди, обыватели, усваивают энергии достаточно, чтобы прожить самому и оставить потомство. Субпассионарные усваивают меньше энергии, чем требуется для нормальной жизни. А поскольку этногенез зависит от соотношения в этносе пассионариев, обывателей и субпассионариев, то этногенез имеет прямое отношение к термодинамике. Очевидно, что пассионарность и субпассионарность – отклонения от нормы. Но откуда же берутся эти отклонения? И что вызывает пассионарные толчки? Если пассионарность – наследуемый признак, то появляется он, решил Гумилев, в результате мутации. О мутациях Гумилев, никогда не обучавшийся на биофаке, впервые услышал в конце 30-х. Он писал, что слово «мутация» подсказал ему друг-биолог, тоже студент. Другом-биологом был Николай Давиденков, Николка, но с Николкой они расстались в пересыльной тюрьме летом 1939-го. Значит, уже тогда Гумилев не только думал над интересовавшей его научной проблемой, но и обсуждал ее с друзьями. Но почему мутации охватывают такие огромные регионы? Гумилев рассуждал логично. Радиация – один из самых мощных мутагенных факторов, известных даже гуманитарию. Пассионарные толчки случаются не в одном и том же районе, допустим, в месте выхода на поверхность урановых руд. Значит, земное происхождение радиации надо отбросить. Остаются космические лучи. Гипотеза о влиянии внеземной радиации на этногенез возникла у Гумилева не позднее 1969 года. В письме к Тимофееву Рисовскому, начало апреля 1969, Гумилев задает вопрос, не связано ли возникновение пас-мутаций с космическими лучами? И сам же отвечает, склоняюсь, что без этой гипотезы не обойтись. Он не нашел поддержки у Тимофеева Рисовского, но сторонники у идеи все-таки нашлись. Одним из первых Гумилева поддержал профессор Ермолаев, известный полярник и географ. Он даже рассказал Гумилеву, что ночью космические излучения, или видимые, или ультрафиолетовые,
пробивают ионосферу, проходят до поверхности Земли и воздействуют на мелкие организмы. Вирусы их очень чутко воспринимают и мутируют. И лишь в конце 70-х, на последних страницах своего трактата «Этногенез и биосфера Земли», Гумилев решился опубликовать свое предположение. Пассионарный толчок явно неземного происхождения. При уменьшении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются, и отдельные кванты или пучки излучения могут достигать земной поверхности, а жесткое излучение, как известно, вызывает мутации. В середине 80-х Гумилев излагал свою гипотезу уже гораздо увереннее, ведь его во всем поддерживал верный ученик Константин Иванов. В 1984 году они вместе опубликовали статью, где механизм действия космических лучей был описан пространнее, чем в этногенезе. Позитивист и материалист Гумилев понимал энергию правильно, как физическую величину, меру способности физической системы совершать работу. Связь между физической энергией и энергетикой человека есть, конечно, заметил мой знакомый математик. Если человека не кормить, он станет несколько вялым, а потом и вовсе загнется, это правда. Но это ничего, совершенно ничего не доказывает. И, как пишет биолог Александр Миронов, количество энергетически богатых соединений, полученных с пищей, никаким образом не влияет на особенности характера индивидуума, которые проявляются в пассионарности. Так же, как большее количество топлива в баке не увеличивает мощность двигателя. Никакой специальной биохимической энергии живого существа просто не существует. Гумилев неверно понял книгу Вернадского. С мутациями дела обстоят немногим лучше. Пассионарный толчок можно объяснить только стремительным, скачкообразным распространением мутаций, что с точки зрения современной науки совершенно невозможно. Гумилеву нужен скачок, то есть резкое увеличение концентрации того или иного аллеля, варианта гена. В современной этногенетике такого неизвестно, пишет биолог Елена Наймарк, консультировавшая автора этой книги. Сторонники теории Гумилева пришли к такому же выводу. Пассионарность не может возникать каждый раз заново, так как это достаточно четкая и определенная характеристика, имеющая схожие проявления у разных этносов в разные исторические времена. Мутации явно не подходят из-за случайности их образования и ненаправленности мутагенеза. Итак, энергетическая природа пассионарности и гипотеза о мутациях, стимулирующих этногенез, столпы, на которых держалось все естественно-научное обеспечение пассионарной теории этногенеза, оказались миражами. Лев Николаевич Гумилев ни при каких условиях не смог бы создать естественно-научное обеспечение своей теории. XX век не дал нового Леонардо да Винчи. Науки разошлись слишком далеко. Один и тот же человек не мог профессионально разбираться в интригах при дворе императора Тайцзуна и в популярной генетике, в еврейско-хазарской переписке X века и в термодинамике. Чудес не бывает. Тем удивительнее, что научный поиск все-таки принес Гумилеву удачу. Это не оговорка. Гумилев, не зная физики и математики, все-таки правильно выбрал направление. Он начал искать пассионарность в биологической природе человека, а не в привычных историку социально-экономических закономерностях. Гумилев не пытался объяснить пассионарность и действиям мистических и рациональных сил, хотя этот путь сулил легкий и быстрый успех. Легче всего было объяснить пассионарность проявлением мировой воли или абсолютного духа или провидения. Гумилев просто вышел бы за пределы верифицируемого научного знания, теория превратилась бы в учение, с которым спорить можно, но бессмысленно. Это область веры, а не знания. Если бы Гумилев так и сделал, то читателей бы у него не убавилось, а критиков стало намного меньше. Гумилев избрал самый трудный путь, для гуманитария мучительный, но единственно верный.
Существование пассионарности, ее связь с этногенезом он доказал как историк. И верно наметил направление дальнейших поисков, открыл целую область для научных исследований. Пока эти исследования носят характер сугубо теоретический и к тому же любительский, но не всегда дилетантский. Несколько лет назад, когда Гумилевика была весьма динамичным и посещаемым сайтом, на его форуме шла интересная дискуссия между профессиональными биологами. Редколлегия сайта подвела ее итоги и опубликовала выводы участников дискуссии. Оказалось, что гены, определяющие степень пассионарности, уже находятся в геноме, часть особей в каждом этносе, вида Homo sapiens. Мутация для опассионаривания не нужна, но они могут быть заблокированы. Эпигенетическое блокирование или разблокированы. Впрочем, дальше продолжать не стану. Желающие могут выйти на сайт, почитать и поспорить. Для меня важнее другое. Биологи, даже поняв дилетантизм Гумилева, все-таки признали избранное им направление научного поиска перспективным. Примечание. Александр Миронов, кандидат медицинских наук, клеточный биолог и один из создателей сайта Гумилевика, дал пассионарности свою профессиональную оценку. Вся соль пассионарности заключается в поведенческих реакциях, которыми определяется тип характера конкретного человека, или, например, собаки, агрессивный, тихий и так далее. Эти реакции обусловлены специфичным для каждого индивидуума набором нейромедиаторов и соответствующих рецепторов в головном мозге. Воспитание может только модифицировать то, что уже есть. Если человек трус, то его нельзя сделать героем. Научить преодолевать страх можно, но научить безрассудным поступкам нельзя. А так как все эти рецепторы и медиаторы являются белками, то информация о них заключена в генах. Конец примечания. Значит, Гумилеву все-таки удалось навести мост между науками. Когда-нибудь историк, филолог, биолог и физик вместе займутся решением проблемы, поставленной Львом Гумилевым еще на рубеже 60-х и 70-х годов XX века. Между зубром и львом. Почему же Лев Гумилев в одиночку постигал премудрости генетики и биофизики? Разве он не мог найти квалифицированных консультантов? Конечно, мог. Более того, нашел не только консультантов, но даже соавтора. Достоверно известно о сотрудничестве Гумилева, по крайней мере, с 3 биологами, заведующим кафедрой генетики и селекции Ленинградского университета Лобашовым, заместителем директора Института биологии внутренних вод Кузиным и заведующим отделом радиобиологии и экспериментальной генетики Института медицинской радиологии Тимофеевым-Рисовским. Первые 2 были серьезными учеными, третьего еще при жизни считали одним из величайших биологов современности. Кажется, успешнее всего складывались отношения с Михаилом Ефимовичем Лобашовым. В конце концов, оба работали в Ленинградском университете, так что могли встретиться после лекций, как коллеги. Впервые Гумилев обратился к Лобашову в ноябре 1965-го. Беседа получилась, по словам Гумилева, очень приятной и полезной. За консультацией Кузина приходилось ездить в Ярославскую область, где размещался его институт, а Тимофеев-Рисовский жил в подмосковном Обнинске, тоже при институте. Влияние Лобашова, видимо, ограничилось идеей сигнальной наследственности. О Борисе Сергеевиче Кузине речь впереди, а вот о Николае Владимировиче Тимофееве-Рисовском надо поговорить подробнее, ведь он чуть было не стал соавтором пассионарной теории этногенеза. Тимофеев-Рисовский был личностью легендарной. Задолго до книги Даниила Гранина «Зубр» слава его гремела. Когда Тимофеев-Рисовский читал публичные лекции по генетике в Институте физических проблем, куда его пригласил академик Капица, и в МГУ на 16-м этаже главного здания, аудитория не могла вместить всех слушателей.
пришлось организовать трансляцию в холлах. Тимофей Фрисовский был уже знаменит, генетик с мировым именем, помогавший вывести советскую науку из провала лысенковского мракобесия. Он был почетным членом нескольких европейских академий и лауреатом Кимберовской премии, которая считалась у генетиков почти такой же престижной, как Нобелевская. Еще в 1925 году Тимофея Варисовского пригласили в Берлинский институт мозга, где он проработал 20 лет, лучшие годы, самые богатые на фундаментальные открытия. Там Тимофей Фрисовский сотрудничал с крупнейшими учеными его времени, в том числе с будущим лауреатом Нобелевской премии Максом Дельбрюком, в то время еще молодым физиком-теоретиком, которого именно Тимофей Фрисовский и переманил в биологию. Наука — истинное отечество настоящего ученого. А в Германии, и веймарской, и нацистской, наукой было заниматься намного легче и безопаснее, чем в Сталинском Советском Союзе. Тимофей Фрисовский пересылал оттиски всех своих статей в СССР, в библиотеку имени Ленина, но их там никто не читал. Много лет спустя он найдет эти оттиски неразрезанными. Позднее в СССР будут ходить слухи, будто Тимофей Фрисовский ставил опыты на людях и вообще верно служил нацистской Германии. Доказательств не приводили, хотя при Институте мозга в самом деле была клиника, где до войны лечили психических больных, а во время войны раненых в голову. Примечание. Биографы Тимофея Варисовского Гранин, Шноль, Бабков и Саканян слишком снисходительны к нему, а современники-недоброжелатели, распространявшие зловещие слухи, слишком предвзяты и злы. В любом случае клеветникам верить не стоит. Только вот что наводит на размышления. В 1987 году сын Тимофея Варисовского Андрей потребовал реабилитации отца. Его поддержали академики Ванцовский, Яблоков и другие ученые. Как раз в это время появилась повесть Даниила Гранина «Зубр». Писатель ученого оправдал совершенно, но главная военная прокуратура подняла документы, собранные следствием, еще в 1945 году, когда Тимофей Фрисовский был арестован и этапирован в СССР. И неслыханное для тех времен дело, Тимофея Варисовского не только не реабилитировали, но еще раз, уже посмертно, обвинили в измене родине, которая выразилась в форме перехода на сторону врага. Тимофей Фрисовский будто бы, цитата, лично сам и совместно с сотрудниками активно занимался исследованиями, связанными с совершенствованием военной мощи фашистской Германии. Речь шла об участии в немецком урановом проекте и даже в развитии расовой теории фашизма. Последнее обвинение, впрочем, можно предъявить многим специалистам по генетике популяций. Конец примечания. Но «темное» в кавычках прошлое Тимофея Варисовского не интересовало Гумилева, который был исключительно прагматичен, когда дело касалось научной теории. Ученый занимался теми областями биологии, что особенно интересовали Гумилева: популяционной генетикой, количественным изучением мутационного процесса, биофизическим анализом мутаций, радиационной генетикой, в том числе воздействием излучений на мутации. Гумилев познакомился с Тимофеем Рисовским через Раису Львовну Берг, дочь академика Берга, весной 1967 года, что, видимо, оказалось несложно. Дом Тимофеевых-Рисовских всегда был открыт для посетителей. Гумилев рассказал знаменитому биологу о своей теории и предложил сотрудничество. Тот заинтересовался и на сотрудничество согласился. 1967 годом датирована запись в дневнике Гумилева «Знакомство с Тимофеем Рисовским. Начало совместной работы». О дальнейшем известно не так много. Гумилев в перерывах между редактированием «Древних тюрков», работой над поисками вымышленного царства и статьями для вестника ЛГУ
приезжал в Обнинск, а Тимофей Фрисовский дважды бывал в ленинградской квартире Гумилевых на Московском проспекте. Поскольку Николай Владимирович после перенесенной в Карлаге пелагры не мог обходиться без помощи учеников, то и в работе с Гумилевым принимал участие один из них, генетик Николай Глотов. Тимофей Фрисовский не уступал Гумилеву в эрудиции, широте интересов. В отличие от Льва Николаевича, он любил и великолепно знал музыку, о живописи, об истории искусства судил с профессионализмом настоящего искусствоведа. Но и Лев Николаевич произвел сильное впечатление на биологов. Весной 1969 года Николай Глотов будет писать Гумилеву: «Мне же достаточно того удовольствия и наслаждения, которое я получил от знакомства с вами, интереснейших дискуссий по проблемам, о которых я мало что знал. Я почувствовал, наконец, неповторимый запах истории, и это изумительно». С самим Зубром у Гумилева могло быть много общих тем для беседы. Гумилев гордился своим дворянством, и знакомство с настоящим потомком по материнской линии князей Всеволожских, которые даже Романовых считали худородными, не могло его не привлечь. Князья Дмитрий и Владимир Всеволожские участвовали еще в Куликовской битве, где командовали передовым полком. Кроме того, Тимофей Фрисовский был знаком с евразийцами — Корсавиным, Алексеевым, Сувчинским, а с Петром Николаевичем Савицким, многолетним корреспондентом Гумилева, даже дружил на рубеже 20-х и 30-х годов. В 1968 году Гумилев, Тимофей Фрисовский и Глотов начали готовить статью для журнала «Природа», где должна была появиться первая публикация, посвященная пассионарности и этногенезу. Тимофей Фрисовский и Глотов отвечали за раздел «Популяционно-генетические основы этногенеза», Гумилев — за историческую и этнографическую часть, а также за стиль и композицию. Сначала сотрудничество развивалось успешно. Гумилев ввел биологов в прекрасный мир всемирной истории, прежде им малоизвестный, а Тимофей Фрисовский с Глотовым помогли выправить ряд чисто естественно-исторических неправильностей в построениях Гумилева. Но вскоре между соавторами обнаружились такие разногласия, что дальнейшая совместная работа стала просто невозможной. Гумилев рассуждал не только как ученый, но и как художник. Ему хотелось создать теорию совершенную, которая с возможной полнотой объясняла бы пассионарность и этногенез. Статья должна была стать своего рода произведением искусства, но у биологов был свой взгляд. Генетика — наука строгая, игнорировать научные представления или подгонять их под теорию они не могли, ведь такая публикация просто дискредитировала бы Тимофея Фрисовского. Поэтому биологи внесли в статью поправки, которые показались Гумилеву неуместными. Глотов убеждал упрямого историка: недосказано очень многое, многое плохо сказано, но это необходимый и достаточный на сегодня, с моей точки зрения, минимум. Мне кажется, что огромным достоинством статьи является именно ее незавершенность в ряде существенных мест. Неполнота любой теории всегда преимущество. Бесполезно. Гумилев не любил отказываться от своих идей, даже если они вступали в противоречие с новыми данными. Вспомним, как упорно он защищал свою датировку слова о полку Игореве, с какой неохотой вносил поправку в свои расчеты уровня Каспийского моря. А теория этногенеза была делом всей жизни. Тимофей Фрисовский был не менее упрям и авторитарен. К тому же он терпеть не мог нечетких, научно необоснованных концепций, тем более не мог подписаться под статьей, которая прямо противоречила научным представлениям его, да и нашего времени. Надо сказать, что Николай Владимирович был человеком резким, крутым, экспансивным, решительным и довольно грубым. Потомок князей Всеволожских не отличался ни терпимостью, ни деликатностью.
Однажды он чуть было не выгнал из дома своих гостей, когда узнал, что они философы. По словам Тимофея Варисовского, он потратил в спорах с Гумилевым максимум своей пассионарности. В конце концов, доктор биологических наук обозвал доктора исторических наук сумасшедшим параноиком, обуреваемым навязчивой идеей доказать существование пассионарности. После этого Гумилев к Тимофею Варисовскому больше не приезжал и, кажется, его не простил. Но ученые вскоре обменялись письмами. Тимофей Варисовский попросил прощения, сославшись на возбудимость своего характера и на блины с водкой, которые поспособствовали ссоре. Гумилев ответил обширным письмом, снабженным 2 таблицами, где демонстрировались разногласия между ним и биологами. Таблица изумила биологов еще больше. Глотов, ответивший на письмо Гумилева, заметил: по крайней мере, половину содержавшихся в ней вопросов просто нельзя даже ставить. Глотов, несомненно, с санкцией Тимофея Варисовского, поставил вопрос так: или в печать пойдет статья со всеми исправлениями и дополнениями, которые внесли они с Николаем Владимировичем, или же Гумилев может напечатать свой вариант статьи только под своим именем. Формулировки в письмах Глотова и Тимофеева дипломатичные, но позиция железная, ультиматум. И тогда Гумилев решил отказаться от соавторов. Он был достаточно уверен в своих силах. К тому же статья уже получила 4 положительные рецензии, необходимые для публикации в журнале «Природа». Есть, впрочем, еще одна точка зрения на разрыв Тимофея Варисовского с Гумилевым. Наталья Викторовна Гумилева обвиняет Даниила Гранина, который будто бы внушил Тимофею Варисовскому, что общение с Гумилевым для него нежелательно. Разве это допустимо, чтобы 2 такие взрывные фамилии, Гумилев и Тимофей Варисовский, были рядом? И Тимофей Варисовский нагрубил Льву, прислал ему жуткое оскорбительное письмо, приведшее Льва в шок. Доказательств Наталья Викторовна не приводит. Возмутитель спокойствия. В 1970 году новости о войнах и государственных переворотах приходили в основном из Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Власть над Ливией окончательно взял в свои руки молодой офицер Муаммар аль-Каддафи. Американцы безнадежно увязли в Южном Вьетнаме, а в богатой и благополучной Европе, не так давно пережившей Красный май 1968-го, страсти улеглись настолько, что даже ничтожные в сущности события, вроде распада группы «Битлз», казались чем-то значительным. В Югославии, правда, уже поднимался национализм, предвестие будущей катастрофы, но обыватели в соседних странах этого даже не заметили. Газеты и новостные агентства твердили о разрядке и предрекали скорый конец холодной войны. Все просвещенные люди тогда следили за новым путешествием норвежского антрополога Тора Хейердала. На тростниковой лодке Ра-2 он пересек Атлантический океан, доказав, что древние мореплаватели могли попасть из Африки в Америку. Нобелевскую премию по литературе получил Солженицын. Вернее, как раз не получил, не поехал за премией в Стокгольм. Но советские граждане в большинстве своем еще не знали, кто это такой. В СССР пышно отпраздновали столетний юбилей Ленина. Революция стала далеким прошлым. Началась долгая и счастливая эпоха застоя. Для Гумилева тихий и спокойный, воистину застойный 1970 год можно сравнить разве что с 1929, 1934, 1938, 1956 годами, когда в судьбе Гумилева начинался крутой поворот. Именно в 70-е годы Лев Гумилев, доктор наук и старший научный сотрудник НИИ, женатый человек и уважаемый, солидный, хотя и не слишком известный ученый, стал превращаться в того самого Гумилева, возмутителя спокойствия. Статья Гумилева и Тимофея Варисовского
предназначалась для журнала «Природа». Это был журнал академический, но не специализированный, а научно-популярный. Отсюда и огромный для научного журнала тираж: к началу 1970-го 41 тысяча, к началу 1971-го 49 тысяч. После географо-геологической версии Вестника ЛГУ публикация в «Природе» смотрелась роскошно. Главным редактором был лауреат Нобелевской премии академик Басов. Первая часть обширной и хорошо иллюстрированной статьи Гумилева «Этногенез и этносфера» вышла в январском, вторая — в февральском номере «Природы». Статью дополняли этническая карта державы ахеменидов и карта этноландшафтных регионов, где, по мнению Гумилева, возникали новые этносы. Наталья Викторовна сделала для этой статьи 24 иллюстрации. В основном это были изображения представителей древних народов, населявших Персию V века до нашей эры. Вавилонянин, эламит, арий, скиф, сагдиец, гандхарец и другие. Образцами для Натальи Симоновской послужили знаменитые рельефы царского дворца в Персеполе, одной из столиц ахеменидов. Теорию Гумилева заметили. В 8-м номере «Природы» за 1970 год появились первые отклики на этногенез и этносферу. Географ Семевский, профессор ЛГУ, непосредственный начальник Гумилева, не стал вникать в сущность проблемы, но счел необходимым поддержать сотрудника своей кафедры. Правда, Семевский осторожно возразил Гумилеву: решающее значение для изменения природных условий людьми имеют социально-экономические условия человеческого общества. Сводить все воздействие к биологическим и психологическим факторам неправильно. Но завершил свою реплику довольно лестно: статья Гумилева «Новое слово в науке», и пожелал автору продолжать исследования. Также поступил и профессор Дроздов, другой ленинградский географ. Преподаватель Ленинградского инженерно-строительного института Куриной сам был гумилевцем, а потому его обширная, больше, чем у Семевского и Дроздова вместе взятых, статья посвящена в основном пересказу теории Гумилева с благожелательными комментариями. Дебют теории, спорной, экстравагантной и совершенно чуждой не только марксистской истории этнографии, но и вообще русской гуманитарной традиции, оказался удачным. Но радоваться было рано. Вскоре статью в «Природе» прочитают профессиональные историки, этнографы, философы-марксисты. Они отнесутся к сочинению Гумилева совсем иначе. Во 2-м номере «Природы» за 1971 год выйдет новая подборка статей, посвященных теории этногенеза. Редакция «Природы» поступила дипломатично. 2 ругательные статьи уравновесила 2 хвалебными. Востоковед Бронислав Кузнецов не вступил в теоретический спор с этнографами, а только проверил теорию Гумилева на знакомом историческом материале «История Тибета» и сделал такой вывод: рост и падение уровня пассионарного напряжения отлично объясняют и подъем, и упадок Тибета в средние века. Практика – лучший критерий истины, а значит, оригинальная концепция взаимодействия природы и общества отвечает на вопросы, поставленные в советской этнографической науке. Московский географ Юрий Ефремов был единомышленником Гумилева. Он считал человечество биосоциальным явлением, неотъемлемым компонентом ландшафтной сферы. Противников такого подхода Ефремов обвинил в географическом нигилизме. Человечество подчиняется не только общественным, но и природным законам. Сосуществование, сопроявление этих законов – неизбежная реальность на все времена, пока существует биологический вид Homo sapiens. Географических нигилистов в журнале «Природа» представляли этнограф Виктор Козлов и археолог Михаил Артамонов, учитель, благодетель, покровитель Гумилева. Артамонов был даже более резок, чем Козлов. Он принял пассионарность за новый вариант битой-перебитой теории героя и толпы.
Михаилу Илларионовичу не понравилась и гумилевская концепция этноса. У Гумилева этнос представал одним из главных действующих лиц всемирной истории. Артамонов же считал этнос аморфной структурой, никак не связанной с ландшафтом и не имеющей четких очертаний. Значение такого явления в истории невелико. Гумилев не пожалел учителя и на страницах того же журнала разгромил его, поймав на фактических ошибках и логических противоречиях, а несколько месяцев спустя продолжил спор с Артамоновым в изящной, остроумной, беспощадной статье «Этнос. Состояние или процесс». Перечислив основные положения артамоновской статьи, Гумилев замечает: согласиться невозможно ни с чем, и сразу же разбивает, казалось бы, самый сильный аргумент учителя: зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это прописная истина. Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоценоза, пишет Гумилев. Артамонов не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты, или он может не есть, или наоборот, съедать обед на 40 человек, или что на него иначе действует земное тяготение. А ведь это все зависимость от природы того самого организма, который действует и мыслит, применяется к изменяющейся среде, и изменяет среду, приспосабливая ее к своим потребностям, объединяется в коллективы и в составе их создает государство. Мыслящая индивидуальность составляет единое целое с организмом и, значит, не выходит за пределы живой природы. Вот за этот биологизм Гумилева и будут ругать до конца жизни. Особенной последовательностью и непримиримостью отличался Виктор Козлов. «Этнос не биологическая, а социальная категория», — писал Козлов. Он первым обвинил Гумилева в биологизме и географическом детерминизме. Вскоре эти обвинения тяжелым грузом потянут Гумилева на дно. Вообще биологизм претил не только Козлову и его начальнику Юлиану Брамлею, но даже некоторым друзьям и соратникам Гумилева. Сергей Лавров, без колебаний принимавший даже самые сомнительные идеи Гумилева, от датировки слова о полку Игореве до евразийства, отнесся к гумилевской концепции этноса неприязненно. Верный друг, всегда защищавший Гумилева даже от справедливой критики других ученых, тут же становился его критиком, правда, робким, вежливым и осторожным критиком, как только речь заходила о биологической или биосоциальной природе этноса. Пассионарной теории, делу всей жизни Гумилева, Лавров посвятил всего одну главу с примечательным названием «Свет и тени теории этногенеза». Он даже противопоставил раннего, задиристого Гумилева Гумилеву позднему. Ранний отказался считать этнос социально-историческим явлением. Поздний заявил, что этнос не биологическая категория. Заметим, что раннему Гумилеву было под 60, а позднему 70. В таком возрасте люди редко меняют свои взгляды, да и противоречие, отмеченное Лавровым, мнимое. Надвое рассеките признающих два естества. Гумилев мог легко разбить всех, кто приписывал ему биологизм. Ведь его представление об этносе как системе, объединенной этнической традицией, биологизмом назвать трудно. Стоило только назвать сигнальную наследственность социализацией и не утверждать, что этнос – явление природы, как его бы оставили в покое. Примечательно, что современные биологизаторы своим Гумилева как раз не считают. Только затянувшимся недоразумением, а также справедливой критикой Гумилевым социологизаторских подходов к этничности можно объяснить квалификацию его взглядов на этничность как биологизаторских, пишет Валерий Соловей, автор монографии «Кровь и почва русской истории». Известный русский националист Александр Севастьянов вообще назвал Гумилева субъективным идеалистом и поставил его в один ряд с академиком Тишковым,
злейшим врагом всякой гумилевщины. Гумилев слишком хорошо знал этническую историю и этнографию, чтобы верить в чистоту крови и расы. Этнос — явление не биологическое и не социальное, а маргинальное, то есть лежащее на границе социосферы и биосферы, уточнял Гумилев. Значит, Гумилев все-таки разделял биологическое и социальное. В марте 1989-го Лев Гумилев в соавторстве с Константином Ивановым написал одну из последних своих статей, где, между прочим, заметил: коллективность — более общее свойство жизни, нежели социальность. Обязательными признаками последней являются, как известно, сознательные отношения между участниками и способность их к труду. Да, Лев Николаевич и Константин Павлович все-таки многое усвоили на занятиях по научному коммунизму. Противопоставление природы и общества, биологического и социального — это сладкий самообман атеистов. Разделить в человеке биологическое и социальное невозможно, как невозможно надвое рассечь человека и при этом сохранить ему жизнь. Здесь уместен призыв византийских монофизитов, которые на Эфесском соборе кричали своим противникам, православным халкидонитам: «Надвое рассеките признающих два естества». Например, социальный конфликт между рабочими и хозяином фабрики, жадным буржуем, начинается с той же биологии. Рабочие хотят есть, а голод — явление, несомненно, биологическое, никак не социальное. Рабочие хотят жениться, заводить детей. Инстинкт размножения тоже, как ни крути, связан с биологией. Рабочие хотят отдыхать 2 дня в неделю, но потребность в отдыхе диктуется нашим организмом. Обратим внимание, биологические инстинкты, пищевой, половой, прямо влияют на социальное поведение людей. Так как же можно отделить биологическое от социального? Разве человек в своей социальной жизни не зависим от собственного тела? Если человек — часть биосферы, то и животные не совсем чужды социальности. Есть такое понятие — общественные животные. Волки, бараны, морские котики, львы, сурикаты, лемуры, многие виды обезьян, наконец, пчелы и муравьи создают социальные организмы, иногда примитивные, иногда очень сложные. Ученые давно изучают эти сообщества животных и уже не первый десяток лет спорят о том, можно ли их сопоставлять с человеческим обществом. По-видимому, можно. Не случайно во второй половине XX века даже появилась новая наука — социобиология. Этнос для Гумилева — форма существования вида Homo sapiens, но это не значит, что этнос — совершенный аналог муравейника или стаи. Как человек отличается от прочих позвоночных, а он отличается радикально, так этносы не похожи на коллективы других животных. В стае есть вожак, лидер, есть его приближенные, есть что-то вроде оппозиции, молодой самец, претендующий на власть. Есть слабые, их допускают к разделу добычи в последнюю очередь. Противопоставить сознательные поступки человека инстинктивным действиям животных нельзя, потому что люди часто действуют под влиянием инстинктов. Если сомневаетесь, понаблюдайте хотя бы за фанатами на стадионах. Животные, со своей стороны, нередко проявляют почти человеческую сообразительность, а их поведение иногда кажется разумным. Я сам был свидетелем замечательной сцены. Большой и сытый пес долго наблюдал за худым, изможденным и, по-видимому, голодным солдатом, что-то прикидывал и, в конце концов, принес солдату большую кость, мол, поешь. Лев Гумилев, по сути, был просто более последовательным материалистом, чем его противники, этнографы-марксисты. Природа и общество у него едины, точнее, общество тоже часть природы. В одном из интервью Гумилев рассказывал, как он объяснял сущность своих воззрений академику Трухановскому, главному редактору журнала «Вопросы истории». Человек имеет дело с 4 оболочками Земли,
атмосферой, литосферой, гидросферой и биосферой. По литосфере мы ходим, атмосферой мы дышим, гидросфера пронизывает каждую клеточку нашего организма, а биосфера — это мы сами. Примечание. Эти слова Гумилева я цитирую по памяти. Я услышал их в одной из программ ленинградского телевидения в 1990 или 1991 году. Похожие мысли Гумилев высказывал в своем интервью журналу «Сельская молодежь», 1988 год, номер 2, страницы 44-49. Конец примечания. Ландшафт и этнос. Дискуссия в журнале «Природа» открыла два слабых места в теории Гумилева. Прежде всего, регионы этногенеза. Гумилев нанес на карту только 16 регионов, где когда-либо складывались новые этносы. Гумилев считал, что благоприятные условия для этногенеза существуют только на стыках ландшафтов, где есть плавный переход между, скажем, горами и равниной, лесами и степью. Позднее он попытается свою точку зрения обосновать получше. В этногенезе и биосфере он пишет не только убедительно, но и художественно. Далеко не всякая теория может оказаться месторазвитием. Этот термин Гумилев заимствовал у Савицкого. Так, на пространстве Евразии, на всей полосе сплошных лесов, тайги от Онежского озера до Охотского моря, не возникло ни одного народа, ни одной культуры. Все, что там есть или было, принесено с юга или с севера. Чистая, сплошная степь тоже не дает возможности развития. Дешт и Кыпчак, то есть половецкие степи от Алтая до Карпат, место без гениус локи. Монотонный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы. Разнородный стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований. Допустим, все так, но ведь Гумилев в своей карте не придерживается выдвинутой им же самим идеи, на что обратил внимание даже друг Гумилева, Юрий Ефремов. В обширной и очень благожелательной статье Ефремов все-таки заметил, что Гумилев подошел к делу поверхностно. Спорным выглядит утверждение, что в Северной Америке бескрайние леса и прерии не создают благоприятных условий для этногенеза. Почему же лесостепь на стыке этих лесов и прерий оказалась бесплоднее евразийской лесостепи? Какого разнообразия не хватило Америке? На карте полуостров Индостан белое пятно, хотя влажно-тропические леса соседствуют здесь с лесами муссонными, сухотропическими и саванными. На карту Гумилева не попали Северный Кавказ и Закавказье, хотя там природа как раз чрезвычайно разнообразна, а стыки ландшафтов встречаются сплошь и рядом. И даже ландшафт Дешт и Кыпчака не такой уж монотонный. Еще в одном из самых первых писем, 1 января 1957 года, Петр Савицкий критиковал эту идею Гумилева. Мне кажется, что и в вопросах этногенеза места развития было больше. Нынешний казахский мелкосопочник с высотами до 1500 метров и выше, массив Кызылырай 1559 метров с его лесами и водами. Между тем, своими словами о половецкой степи от Алтая до Карпат вы лишаете и его гения места. А Улатау — одна из сокровищниц Казахстана, а Мугаджары, а горы, Багдо и другие над Астраханскими озерами — все это заповедники степного мира, не только место развития вообще, но и этноместо развития, место с гением места. Если быть последовательным, то к пригодным для начала этногенеза ландшафтам надо отнести большую часть суши, ведь обширные и совершенно монотонные ландшафты встречаются редко. На самом деле, у этой вроде бы научной идеи Гумилева основания скорее биографические. Гумилеву просто нравилось жить там, где сочетались ландшафты. Даже лагерная жизнь в местах живописных и разнообразных казалась легче.
Гумилеву нравился Норильск, расположенный как раз на стыке тундры и леса-тундры, но северная тайга в бассейне Нижней Тунгуски казалась совершенно безрадостной. Монотонные степи под Карагандой, Песчанлаг, и Омском, Камышлак, после 1953 года нравились гораздо меньше живописных предгорий Алтая, Камышлак, до лета 1953 года. Виктор Козлов в своей первой антигумилевской статье обратил внимание на еще одно слабое место теории этногенеза. Жизнь далеко не всех этносов умещается в отмеренные теорией сроки. В самом деле, китайцы существуют уже 5-е тысячелетие, евреи известны с середины 2-го тысячелетия до нашей эры, японцы последние 150 лет совершенно не напоминают старичков мемориальной фазы этногенеза. Гумилев датировал начало их этногенеза VI веком нашей эры. Все это современные и весьма динамичные народы. Верна ли теория? На одном интернет-сайте недавно встретил стишок: «Мудр ты был, Гумилев, исчисливший сроки народом. Все же тебя опроверг малый евреев народ». Сомнительно, чтобы и сам Гумилев ответил, на какой стадии подобного развития находились, например, 200 лет назад японские и китайские этносы, и на какой стадии они находятся в настоящее время, писал Виктор Козлов. А ведь и правда не отвечал. Юрий Ефремов вспоминал, что не раз спрашивал Гумилева, связано ли обновление Мэйдзи и последующая агрессивность японцев с пассионарностью, но тот всегда отмалчивался. Возможно, Гумилев просто боялся ошибиться из-за аберрации близости, когда события на самом деле малозначительные представляются современнику чем-то грандиозным. Вероятно, была и другая причина молчать об этом пробуждении Азии. Япония чуть ли не самая моноэтничная страна на свете. В XIX веке там не было меньшинств, если не считать вымирающих айнов на Хоккайдо, а значит, условия не благоприятствовали этногенезу. По мнению Гумилева, этногенез начинается с появления небольшой популяции пассионариев. Если условия благоприятствуют, то пассионарии создают первоначальную консорцию, группу, объединенную общностью судьбы, религиозную секту, разбойничью шайку и тому подобное, которая, постепенно разрастаясь, начинает преобразовывать господствующий в обществе стереотип поведения. Если общество полиэтнично, то есть состоит из нескольких старых этносов со старыми этническими традициями, то новые люди могут эти старые традиции сломать и создать на развалинах нескольких старых этносов новый, который отличается новой этнической традицией. Сильная этническая традиция не дала бы развернуться новому поколению пассионариев. Их должны были перебить. В монолитных этносах у пассионариев было мало шансов уцелеть, но в мозаичных они прекрасно играли на внутренних противоречиях врагов. Так пророк Мухаммад со своими махаджирами и ансарами использовал вражду жителей Ятриба, Медины, к роду курейшитов, арабов к евреям, северных бедуинов к южным. Будущий византийский этнос вырос из христианской общины Павла в многоэтничной Малой Азии, тогда как монолитная Иудея уничтожила у себя группу евреев-христиан. Но ведь этот пример не все объясняет. Сам же Гумилев писал о пассионарном толчке I века, превратившем евреев в новый молодой этнос, который бросил вызов Римской империи. Гумилев описывал этническую историю евреев как историю 3, если не 4 разных народов. Трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы, но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых. Кто спорит, соратники Иисуса Навина, истреблявшие население Ханаана, мало походят на суровых, но благочестивых ессеев и культурных эллинизированных саддукеев I века нашей эры.
в Эдуарде Багрицком, Льве Троцком, Фаине Раневской, Иосифе Бродском трудно узнать потомков арендаторов, мелких торговцев и шинкарей, уцелевших в страшные времена Хмельниччины. И все-таки этническая традиция еврейского народа не прерывалась, а лишь менялась, как и этническая традиция китайцев, японцев, персов, русских, всех этносов, переживших уже не первый цикл этногенеза. Разрыв с традицией в эпоху Мэйдзи, конечно, произошел, но преемственность между японцами времен сёгуната Токугава и современными японцами очевидна. Примечание. Проверим наши предположения на материале, который Гумилев не использовал, но исследовал его ученик Владимир Мичурин. В конце 40-х годов XIX века в Иране появилась секта во главе с Али Мухаммадом из Шираза, который отменил законы шариата и хотел поставить на их место свои собственные. Он провозгласил себя Бабом, вратами познания, и предтечей Махди, а позднее и самим Махди, мессией, обновителем истинной веры. Он нашел себе много сторонников, причем стереотип поведения бабитов резко отличался от господствующего у персов. Среди проповедников нового учения были даже женщины, например, Курет эль-Айн из Казвина. Проповедуя бабитскую мораль, она публично сбросила чадру. Когда правительство попыталось с сектой расправиться, то с сожалением для себя выяснило, что бабиты и сражаются намного лучше других персов, и победа дорого стоила правительственным войскам. Баба казнили солдаты-армяне, так как мусульмане отказались в него стрелять. Оставшиеся в живых бабиты эмигрировали. Но дальнейшая история некогда сонного Ирана показала, что новый виток этногенеза там все-таки начался. 3 революции и создание совершенно уникального для нашего времени государства, одновременно демократического и теократического, это слишком много для этноса мемориальной фазы. Все равно, как если бы седобородый старик начал на 100-метровке опережать профессиональных спортсменов. Значит, старик вновь стал юношей. Новый пассионарный толчок обновил иранский этнос. Конец примечания. Вероятно, в теорию Гумилева надо внести поправку. Пассионарный толчок может привести и не к созданию совершенно нового народа, а к обновлению старого. Гумилев не учел, что этническая традиция старого этноса может быть настолько крепкой, что появившиеся пассионарии просто примут старую этническую традицию. Не разрушат старую этническую систему, а включатся в нее, не уничтожат, а обновят.